Инженерные классы для начальных классов и республиканский литературный форум в Покровске, турнир «Бертуринг» в селе Улаханан и республиканские соревнования охотников Байнай в Немигюнском наследии. Смотрите в этом репортаже главные новости из Хангаласского улуса. В инженеры я пойду, пусть меня научат. В школе номер 4 города Покровска к техническим профессиям готовят уже с начальных классов. В этой миссии школе помогает колледж цифровых технологий Айтын. Первый инженерный класс запустили в 2023 году. Набор был объявлен среди учащихся начальных классов. Тогда на занятия записались около 15 детей. И накануне мы провели опрос среди родителей, среди детей и получили очень хороший отклик. Родители заинтересовались, детям тоже было интересно, потому что это современное направление, поэтому мы получили поддержку большую. Важным фактором для родителей при выборе профильного класса стало сотрудничество школы с колледжем цифровых технологий Айтын. Его специалисты организовали для школьников занятия по 3D-моделированию. Раз в неделю с ребятами занимались приглашенные преподаватели из колледжа. В прошлом году состоялся первый выпуск, так скажем, первый поток. Они защищали свои проекты, они получили готовый продукт на выходе, занимались, получается, 2 года и получили сертификаты о том, что они закончили инженерный класс. Это начали они в 3-4 классе, и в 5-6 они, получается, закончили. В этом году набрали уже второй поток учеников. Также сменился преподаватель. Ей стала Сара Шадрина, и сейчас она активно обучает подопечных основам программирования в среде Scratch. Поскольку будущие инженеры еще совсем дети, материал подается в игровой форме. При этом ребята не играют в чужие игры, а учатся создавать свои. Нам сделать игру, то что наш главный персонаж должен поймать всякие падающие предметы с неба. Scratch – это блочное программирование, то есть это как лего, цифровое лего. У нас блоки, и вот эти блоки мы как и на лего выстраиваем. Это именно детское для детей. Ага. Пока ребята делают только первые шаги в программировании, но эта база, заложенная в детстве, может стать прочным фундаментом для их успешного будущего. Станут ли они программистами, робототехниками или инженерами, покажет время, но сами школьники уже задумываются о выборе профессии. Авиаинженером. Почему? Потому что у меня брат там, который мне подарил интерес к компьютеру. А он авиаинженер? Да. Я самолетами увлекаюсь как раз. А где он авиаинженером работает? В Иркутске. К тому же занятия в инженерных классах не только дают азы программирования, но и развивают у детей логическое мышление, мелкую моторику и даже творческое видение. В День работника культуры город Покровск стал центром притяжения для авторов со всей республики. В Центральной библиотеке Хангаласского улуса прошел второй республиканский форум литературных клубов и объединений. Поэты и писатели-любители смогли лично пообщаться с признанными мастерами пера, именитыми режиссерами и сценаристами и с редакцией легендарного журнала «Чолбон», которому в этом году исполняется 100 лет. На форуме также работал свободный микрофон, где каждый желающий мог прочитать публике свои стихи или отрывки из прозы. Главным нововведением этого года стали специализированные площадки. Впервые организаторы провели встречи для начинающих сценаристов кино и сериалов, а также для литературных рецензентов, обозревающих современную якутскую литературу. Я в прошлом году в первом республиканском форуме также принимала участие. Было много знакомств. Познакомилась с нашими известными поэтами. Это было очень так вдохновляюще. Вот. И в этом году, да, тоже принимаю во второй раз. И в этот раз я решилась по другому направлению. Если в прошлом году я принимала, например, секции поэзии, то в этом году буду принимать, записалась в секции рецензии. В селе Улаханан прошел 24-й открытый республиканский турнир по боксу среди школьников «Бертуринг». Участие приняли 14 команд из города Якутска, пригородного села Хатасы, а также Чурапчинского, Кобяйского и Хангаласского улусов.
111 юных спортсменов собрались, чтобы выяснить, кто из них сильнее и техничнее на ринге. В турнире участвуют мальчишки 2011-2016 годов рождения в весовых категориях от 26 до 60 килограммов. Бёртөринг – это турнир с богатой историей. Он посвящен памяти уроженца села Улаханан Ивана Трофимова, который успешно совмещал профессию врача с увлечением боксом. В этом году ему исполнилось бы 80 лет. На церемонии открытия турнира с напутственным словом к юным спортсменам обратилась вдова Ивана Трофимова. Берегите себя, здоровье человека всего достигает. На турнире внимание участников и зрителей привлек юный боксер из Покровска Микаил Мазу Али. Благодаря яркой внешности многие сравнивали его с другим известным молодым спортсменом с африканскими корнями – покровчанином Арием Ивановым. Однако, в отличие от своего именитого земляка, Микаил пока только в начале своего пути. Я занимаюсь боксом с февраля 2024 года. Меня дядя замотивировал, родной брат моей мамы замотивировал меня заниматься боксом. Я хотел бы в профессиональном ринге боксировать. Также нельзя было не заметить юных близнецов из села Улаханан – Айтала и Талбана Афанасьевых. Айтал участвует в турнире Бёртөринг уже во второй раз, а Талбан всегда поддерживает брата. В прошлом году тоже был. И как там были успехи? Я проиграл. А в этом году какие планы? В этом году планы победить и занять первое место. Традиционно сильные команды представил город Якутск. Отличную технику показали воспитанники Дюсюша номер 1. Особенно зрелищным в день предварительных боев стал поединок Димы Аргунова против соперника из не менее сильной сборной Махсагалоха. Ну, было сложно, конечно. Соперник был из Махсагалоха хороший, сильный тоже. Ну вот. Ты был уверен в своей победе или до конца не знал? Расскажи, как? Ну, я до конца не был уверен, что я выиграю. Но старался. Турнир Бёртөринг продлился 3 дня. В первый день прошли предварительные бои, во второй полуфинала, а в третий день на ринге встретились лучшие из лучших, чтобы побороться за чемпионский титул. Победители в своих весовых и возрастных категориях получили дипломы и медали. Кроме того, были предусмотрены специальные призы от семьи Ивана Тимофеева. Подведены итоги 29-х республиканских соревнований охотников БНА. Состязания проходили в течение 2 дней на разных площадках. Сначала в Якутске прошел этап по стрельбе, а затем команды переместились в Хангаласский Улус. Там прошли оставшиеся испытания: разборка и сборка автомата Калашникова, прорубание лунки, разведение костра, викторина и эстафета. Второй год подряд Немигюнский наследник принимает участников республиканских соревнований охотников БНА. В этот раз за звание лучших боролись 9 команд. Безусловным фаворитом состязаний считалась сборная Чурапчинского Улуса, которая до этого 4 года подряд забирала главный приз. Но в этот раз первый стрелковый день не принес чурапчинцам безоговорочного лидерства. По количеству набранных очков они разделили 3-е место с представителями Мегино-Кангаласского Улуса. По итогам первого дня мы считаем, что задачу свою выполнили. И, конечно, вот второй день всегда решает. И последний момент эстафета, кипячение чая, прорубание лунки, тоже вот самые вот основные виды. Ну, надеемся на удачу. Серьезную конкуренцию фаворитам составила команда Горного Улуса. Кстати, именно Горный Улус является исторической родиной состязаний. Первые соревнования охотников прошли здесь по инициативе местного жителя Потапа Павлова. В следующем году юбилейные 30-е соревнования вновь состоятся в Горном районе. Подготовительные мероприятия уже начались. Решили, что село Асыма, вот где Потап Николаевич родился, в этом местности хотим. Но получится, не получится, точно еще вопрос. Потому что если больше 15 команд приедут, то, наверное, мы в Горном Улусе, в центре Бердикстях, наверное, проведем. Отчаянно боролась за лидерство и команда из Намского Улуса. В испытании по прорубанию лунки 2 ее участников, одноклассники Андрей Винокуров и Айтал Николаев, справились с заданием за рекордно короткое время. 2 минуты 5 секунд. Ожидали ли вы сказали. от себя сами? Честно говоря, нет. Но сегодня Байнай с нами, оказывается. Боги с нами.
Традиционно самым жарким и зрелищным этапом стало разведение костра. Здесь страсти, как и вода, кипели не на шутку. В итоге быстрее всего с испытанием справилась команда Мегино-Кангаласского улуса. И это была не последняя победа мегинцев. По результатам всех испытаний именно они стали триумфаторами республиканских соревнований Байнай. Второе место досталось прежним чемпионам чурапчинцам, а замкнула тройку лидеров команда Намского улуса.